Приветствуем вас, Беслан Алексеевич. Как вы знаете, делегация МИД Абхазии посетила в эти дни Никарагуа, и недавно они были в Сирийской республике. Скажите, пожалуйста, как вам кажется, вот эта активность МИД, вот такие поездки, официальные визиты, о чем в первую очередь это говорит? Это говорит о том, что пока удается поддерживать со странами, которые поддержали Абхазию. Потому что, учитывая, мы уже много говорили, что частичность признаний дает широкую международную деятельность Абхазии. И, конечно, поддерживать такие связи важно, даже символически. Мы же говорили, что если государство, республика, символы очень важны. И какие-то связи. Потому что, когда самоутверждается страна, государство, признание, институт признания очень важно. Это первое. Второе, надо иметь в виду, что понимаете, вот мир так складывается, что вот признание новых стран и расширение признания новых стран сегодня не очень приветствует, учитывая то, что происходит в мире. И исходя из этого, Абхазия вряд ли будет признана многими странами в ближайшее время, даже в современной истории. Поэтому мы должны дорожить связями, которые сложились после признания этими странами. Это касается, конечно, прежде всего и Сирийской Арабской Республики, это касается Никарагуа, это касается Венесуэлы и так далее, и так далее. Тем более Никарагуа такая очень тесные связи всегда поддерживала традиционно, сначала и с Советским Союзом, потом и с Российской Федерацией. Эти контакты, эти тесные связи помогут сохранять признание и какое-то сотрудничество между странами тоже, даже в плане гуманитарного характера. Я считаю, такие связи, просто такие визиты очень необходимы для нашей страны. Хотелось бы немножко о другой теме поговорить. Недавно политолог Сергей Маркедонов, которого, конечно, вы тоже хорошо знаете, он, в принципе, такой эксперт по Кавказу, тоже очень известный, в своем телеграм-канале выдвинул несколько тезисов, постулатов о том, что считает несколько ошибочным такое в последнее время сложившееся мнение о том, что страны бывшего СССР или СНГ уходят из орбиты России, что вот как вам кажется, вот тут что вы можете сказать и насколько действительно, ну, я думаю, что понятно, откуда это мнение, сейчас все говорят об Армении, Азербайджане, хотя в Грузии, как нам кажется, немножко другая как раз ситуация сейчас намечается, ну вот что вы могли бы сказать по этому поводу? Когда говорят о странах бывшего Советского Союза, республиках бывшего, которые страны с современными странами, начинают уходить России, которые попытались и к чему это привело, надо вот на это все посмотреть. Оставим прибалтийские страны, они ушли и пытались первоначально, а вот все остальные страны пытались как-то отстраненно, как-то по-другому относиться к политике России на постсоветском пространстве. Иногда были напряженные отношения, например, с Казахстаном, с некоторыми другими странами. Сейчас много говорят об Азербайджане и Армении. Надо иметь в виду, что я даже про Украину не говорю, которая стала откровенно враждебной страной, и России, к чему это привело, тоже мы видим. Понимаете, все страны, вот какая-то закономерность, понимаете, все страны, которые открыто враждебно начали себя вести, я имею в виду бывшие советские республики, все они проиграли. Причем сокрушительно. Я еще раз говорю, Украина. Что произошло с Арменией в 2020 году, мы знаем. А что произошло в 2008 году с Грузией, знаем. Это все страны, которые открыто враждовали с Россией. Тогдашнее политическое руководство. А вот что касается нынешнего Азербайджана, знаете, сейчас очень напряженные отношения сложились с Азербайджаном. Много событий, которые привело к этому, мы об этом говорили. Но все-таки, знаете, вот здесь много говорят о переориентации, тесных связях с Турцией, всегда были тесные связи, о некоторых вот событиях, которые может привести к каким-то враждебным шагам, откровенно враждебным шагам по отношению к России. Но я этому не верю. Я поясню почему. Потому что это не в интересах Азербайджана, и в интересах России тоже. Потому что, я еще раз говорю, все страны, которые стали враждовать с Россией, они проиграли. Это не в интересах, это жизненно не в интересах. И поэтому думаю, что, вот, знаете, вот пройдет некоторое время, может быть, 3-4 месяца, вот, и Азербайджан, я думаю, начнет налаживать те отношения, которые подняты на тот уровень, который имели место. Но надо иметь в виду еще вот что. Знаете, вот в связи с Украиной,
некоторые двойственные отношения бывших советских республик, которые стали суверенными странами. Знаете, некоторые так относятся очень негативно, некоторые тайно и даже иногда помогают, поддерживают публично. Понимаете, это тоже может, какое-то неприязное отношение может сложиться между этими странами. Потому из всего этого, если Россия выйдет, я уверен, что эти страны опять повернутся к России. И почему? Россия великая держава. Вы знаете, всегда в таких событиях играет фактор геополитики. Понимаете, и потому важно сохранять хорошие отношения с великой страной, тем более, которая находится очень близко, а Южный Кавказ всегда была в интересах, всегда будет в очень таких приоритетных интересах Российской Федерации. Я думаю, что, понимаете, какие-то события произойдут с этими странами в ближайшие 2-3 месяца, я думаю, что какие-то нормальные отношения все-таки будут установлены. Ну, вы знаете, в этих постулатах Маркедонов также коснулся интересного такого тезиса о том, что фактором того, что эти вот все страны, которые он перечисляет, это вот страны СНГ, и являются фактором того, что они как будто бы уходят из поля влияния России, является и то, что они не признали независимость Абхазии и Южной Осетии, говорит он. То есть это такой интересный, по крайней мере, тезис, что прямо связывает не поддержку тут, вот, например, тоже, скажем так, мнение России, когда эти страны не признают нашу независимость. Вот такое, по крайней мере, от большого эксперта, политолога я еще не слышала. Вот как вам кажется? Вы знаете, когда складываются какие-то интеграционные связи, союзнические связи, например, ДКБ, например, и другие евразийские союзы, которые сложились между некоторыми бывшими союзными республиками России, обычно так принято. Если какая-то большая страна приняла какие-то политические решения, например, признание другой страны, как-то солидарно признают и другие страны. Это часто происходит. Например, вспомню даже Косово, как признавали страны Западной Европы и другие страны. Более 80 стран, которые признали. Но по отношению к Абхазии и Южной Осетии этого не произошло. И попытаюсь пояснить. Понимаете, у этих стран, например, возьмем Азербайджан, например, Армению, у них свои, и Белоруссию тоже. Кстати, что касается Беларуси, сам президент Александр Лукашенко открыто говорил, и много раз говорил, мы признаем Абхазию, если Россия понесет ущерб, который получит от признания наша страна Беларусь. Это говорил, когда после 2008 года. И после этого много раз заявлений было, что мы в эти дела не лезем, то есть в отношении Абхазии и Грузии. Я думаю, что касается союзнических отношений Белоруссия, Россия, если они союзные страны, Белоруссия должна признать суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Знаете, это тоже такое осторожное отношение руководства Беларуси и президента Лукашенко. Потому что все, наверное, считает, что все-таки это не время, это понесет какой-то урон имиджу. И тем более, учитывая, что Беларусь находится под жесткими санкциями западных стран, и еще раз на какие-то конфронтационные меры, шаги предпринять, это считается, видимо, считает руководство Беларуси не в национальных интересах. И поэтому, понимаете, мне даже кажется, знаете, вот когда говорят о признании, что Россия могла бы, учитывая активную политику, которую проводит сегодня в Африке, какие-то страны с ним как-то договориться, чтобы какие-то страны признали, например, Абхазию и Южную Осетию. Но такой активности нет. Я напомню слова Владимира Путина, когда произошло признание Абхазии и Южной Осетии. Он был премьер-министром. Знаете, только Россия вас признала Абхазию, и это вам достаточно. Это его слова, это почти цитата. Это говорит о том, что и в политическом руководстве России, и МИД России смотрит трезво, что в ближайшее время Абхазия и Южная Осетия не получат широкого признания, тем более от бывших союзных республик. Они считают, что это не в их интересах, это может принести какую-то угрозу, дать угрозу территориальной целостности этих стран. И потому, знаете, какие-то события произошли, например, в Европе признали Косово, Абхазию признали Южную Осетию, например, Россия и 2-3 страны. И все, этот процесс остановился, понимаете? Вообще, мир не очень-то поддерживает
всегда не поддерживаю вообще-то так называемые сепаратистские движения, они так называют. И потому мы должны смириться с этой реальностью, что в ближайшее время вряд ли Абхазия получит такое признание широкое. Но я вам напомню, что это не угроза нашей государственности. Я мог бы назвать очень много успешных стран, которые частично признаны, они очень развиты, и мир, между прочим, с этим считается. Мы много раз приводили пример Тайваня, между прочим. Если посмотрите связи, международные связи, которые не признаны, эта страна, там 4-5 стран, которые признают Тайвань, все большие страны, которые состоят в Организации Объединенных Наций, поддерживают международные экономические связи, потому что это очень развитая страна. Мы должны построить свою страну, свое государство. Я уверен, что мир когда-нибудь к нам повернется. Прекрасные слова. Но я хотела бы немножко и о другой теме поговорить. В прошлый раз мы говорили о возможных перспективах российско-украинских новых переговорах, о том, что там будет происходить. Вот как вы оцениваете вот нынешнюю ситуацию? Мне кажется, уже анонсирован новый раунд, несмотря на какие-то сложности, которые были. Вот что будет, что ожидать? Вот в ближайшие месяцы не верю, что какой-то перелом произойдет в плане мирного регулирования между Украиной и Россией, потому что многие обозреватели, хорошо знающие этот конфликт, изучившие обозреватели в мире, говорят, что это невозможно, потому что цели, которые были поставлены, например, Россия, еще не выполнены. Это первое. Да, большие страны, например, США, который грозился, например, президент США Трамп, что несколько часов ему потребуется, чтобы решить. Понимаете, его политика тоже зашла в тупик, это видно, по отношению к Украине, я имею в виду, потому что вот агрессивная риторика вот по отношению к России за последние вот дни, недели говорит о том, что и республиканская власть настроена на то, чтобы все-таки поддерживать Украину ресурсами, военными ресурсами, вооружениями, чтобы этот конфликт вот в таком состоянии еще, эта война еще до конфликта долго еще сохранялся. Может быть, это в их интересах, может быть, это в интересах военно-промышленного комплекса. Я вам напомню, что Дональд Трамп заявил, что мы вооружение, которое даем, будем давать Украине, за это будет платить Европа. Причем он называет даже цифру 100%. Это говорит о том, что здесь есть и расчет вот такой, знаете, экономический, финансовый. И потому и события, как развиваются на поле боя, это говорит о том, что вряд ли в ближайшие, даже до конца года, какой-то перелом произойдет в плане выхода на мирное урегулирование между Россией и Украиной. К сожалению, эта война, наверное, будет продолжаться до вот коренного какого-то перелома. А многие обозреватели говорят, что это может произойти где-то, может быть, в ближайшее время. Сроки не называют, но, например, говорят, что какой-то перелом вот до конца года все-таки произойдет, и Украину могут принудить к мирным переговорам. Понятно. Большое спасибо, Руслан Алексеевич, что пришли. Спасибо.